В рамках партнерства IT-компания «Цифровой отец» предоставит инновационные технологии и инструменты, которые позволят благотворителям легко и быстро перечислить средства для пожертвования фонду. По словам ведущего разработчика цифровых и финансовых решений Вахтанга Тужба, сервисом компании уже пользуются несколько местных ресторанов. И сегодня «Цифровой отец» в принципе предоставил вам все возможные финансовые инструменты для того, чтобы увеличить собираемость. И самое, что интересно, мы договорились, что в нашем платежном сервисе АБПэй будет возможность всем, кто платит за кофе, или в ресторане расплачивается, или в гостинице расплачивается, где бы то ни было, мог, помимо того, что он оплатит счет, да, мог еще и оставить какую-то часть в виде пожертвования, да, если какой-то сбор открыт. Цель – создать прозрачную и доступную экосистему, где каждый сможет внести свой вклад в благие дела. С запуском проекта КБФ Ашана стремится не только увеличить объем собираемых средств, но и повысить уровень доверия среди доноров и предоставить им возможность отслеживать, как реализуется их помощь. Мы постоянно думаем об усовершенствовании технологий, об упрощении процесса пожертвований для людей, тех, кто хочет принимать участие в благотворительности. Буквально недавно мы являемся подписчиками страницы Вахтанга Тужба, все сотрудники, и страница фонда на него подписанная. Буквально на днях я написала ему о том, что хочу встретиться, познакомиться, что представляю фонд Ашана, и о том, что мы хотим, скажем, апгрейдить способы участия в благотворительности, те, которые у нас есть. Вахтанг на первую же встречу пришел уже с готовым решением, с готовым предложением о партнерстве с IT-компанией. Это предложение мы с большим удовольствием поддержали, и сегодня вот плоды нашей встречи – это подписание договора о сотрудничестве. Это доброе дело может стать важным шагом к улучшению благотворительной деятельности в нашей стране и вдохновит больше людей присоединиться к благотворительности. Ульяна Рожкова, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.